Новые вызовы и новые возможности. В Сыктывкаре обсудили перспективы развития бизнеса в Коми. Эксперты, представители власти и предприниматели встретились на площадке 13-го гражданского форума. К чему пришли по итогам оживленной дискуссии, знает Ксения Лосева. Так как раньше уже не будет. В этом сходятся все без исключения эксперты. Сегодня экономика России перестраивается на новый лад. Вместе с этим меняется и ситуация в регионах. Результат во многом будет зависеть от того, насколько верными и своевременными будут приняты решения. Главная цель дискуссионной встречи – изучить мнение всех сторон и выработать общий алгоритм действий. Двигаться так, как мы двигались раньше, нам не позволяет макроэкономическая ситуация. Соответственно, нужно искать другие пути, возможно, даже нестандартные. И, соответственно, необходимо разделить нам на то, что необходимо потребовать, попросить потребовать, переговорить с федеральным уровнем, что есть какая возможность есть на уровне региональных структур, а где мы можем просто скооперироваться и использовать текущие возможности уже субъектов экономического пространства. С уходом западных компаний с российского рынка освобождаются целые ниши. Это прекрасная возможность для местных производителей проявить себя и не потеряться среди массы других предложений. У Коми есть определенный потенциал. Сегодня он изучен не до конца. Бизнес региона представлен не только традиционными лесной и сельскохозяйственной отраслями. Предприниматели пробуют свои силы в новом. Например, на территории региона производят натуральную косметику, а также работает цех по обжарке кофейных зерен. Внутренний рынок уже не раз перестраивался под меняющуюся реальность. Пандемия показала. Помните, когда нам пришлось носить маски откуда-то взялись, и кто-то начал делать. Начали появляться СИЗы. Поначалу это уже был китайский вариант, потом все-таки как-то мы нашли самые возможности здесь у нас в стране. И я думаю, сейчас есть огромные возможности, даже не желания, а возможности и потребности для того, чтобы экономику перенастраивать и на этот лад. На данный момент в сфере малого и среднего предпринимательства занято более 100 тысяч жителей республики. Работа по поддержке бизнеса продолжается. Принят региональный план мероприятий по обеспечению развития экономики в условиях внешнего санкционного давления. Действует региональный штаб по поддержке ее устойчивости. Главная задача сейчас, говорят эксперты, проанализировать и выявить точки потенциального роста, которые были упущены ранее. Все говорят, что экспорт билет у нас сейчас прекращается, но мы забываем о том, что если мы посмотрим внутренний рынок, то тот объем, который может потреблять внутренний рынок, мы не можем закрыть. Соответственно, мы понимаем, что вот есть эти потенциальные точки роста. Превратятся ли потенциальные точки роста в реальные успешные проекты, будет зависеть от всех участников процесса. Бизнес, власти, экспертное сообщество продолжат работать в тесном сотрудничестве и еще не раз встретиться на одной площадке. Ксения Лосева, Олег Жуковский, Эдуард Фомичев, телеканал Юркан.